поставила на запись ровно 19:00. Итак, мы в эфире. Нина, здравствуйте. Так, добрый вечер. Приветствую всех дорогих слушателей и нашу сегодняшнюю гостью. Сегодняшняя тема нашей беседы начинается с заголовка «Как красиво жить в новой окружающей среде». Тема вообще-то глубокая, широкая, она затрагивает все аспекты нашей жизни, да, и под красивой жизнью может у кого-то ассоциируются яхты, коттеджи, крутые автомобили, отдых на островах, да. Но сегодня мы хотим поговорить немножко с другой стороны о красивой жизни. Жизнь красива, и она в радость, когда мы здоровы. Наверное, все вы, мои дорогие слушатели, согласитесь со мной, да? Сегодня я хочу представить вам нашу уважаемую гостью Ларису Михайловну Кукареву, врача с многолетним стажем, специалиста по ресурсному состоянию и врача, который занимается наукой нутрициологии. Лариса Михайловна является одной из первых врачей-нутрициологов России с 1996 года. В этом году, наверное, мало кто знал, что за наука нутрициология. Да? Я надеюсь, что Лариса Михайловна, хотя я думаю, что многие в курсе, знают нутрициологию, но все равно вы немножко мне в нескольких словах объясните, да, что за наука. И хочу предоставить слово Ларисе Михайловне. И первый мой вопрос вот такой. В последнее время люди начали жаловаться на усталость, на нехватку энергии, так, и вроде бы у нас в быту много помощников, да, у нас качество жизни намного улучшилось, чем, например, по сравнению с даже с последними годами 20 века, но все равно человеку не хватает времени, не хватает энергии, сил. И вот хочется спросить, почему современному человеку не хватает силы? Вроде бы у нас все блага цивилизации есть. Вроде бы мы должны были просто летать, радоваться, у нас свободного времени много, и, в общем, быть в ресурсе, да. Но этого как-то не наблюдается. Во многих случаях. Но не все, конечно, но это большинство. Лариса Михайловна, слышно, да? Да, Саргалана. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, слушатели, которые здесь присутствуют, и те, которые будут смотреть в записи. Еще раз напомню о себе. Я Кукарева Лариса Михайловна, Саргалана уже сказала. Я занимаюсь состоянием ресурсным. Что такое ресурсное состояние, сейчас поговорим. Уже более 20 лет. Многими причинами, которые ликвидируют хроническую усталость, я занимаюсь уже более даже 30 лет. Стаж, конечно, у меня большой, не буду говорить, видно по мне. Я на пенсии не 1 десяток лет. В социуме, я имею в виду. Что, друзья, Саргалана, ты действительно сказала, как красиво жить в наше время. Действительно, дизайны, тысячи людей занимаются этим, природа нас окружает. В России же богатейшая природа, от запада до востока, страна огромная, можно везде наслаждаться прелестями жизни. Но, да, народ стал более раздражительным, более усталым, и не только из-за политических ситуаций в стране, мы это прекрасно с вами понимаем, а от многих других причин. Давайте разберем. Я постараюсь очень коротко отвечать, потому что времени, как я понимаю, у нас не так уж много, да? Вот смотрите, первое. Насыщенная информация.
Тут не надо даже раскрывать. Мы все грамотные люди, мы все знаем, что уже некоторые дети с 2 лет уже в интернете, а это вообще расширяет границы их природы детской. Стою где-то в 2006 году около метро со своим знакомым, и мы с ним рассуждаем. Слушай, вот за минуту проходит поток людей больше, чем в деревне за всю жизнь человек видит. Согласны? Ну и вот точно так же это в информации, если аллегорию провести. И с детства, и в старости сейчас, особенно пожилым людям, тяжело перестраиваться, адаптироваться. Раньше они ходили в гости без звонка, шел мимо, зашел, а сегодня надо позвонить. А это телефон, а это у некоторых уже трагедия, как это нажать кнопки. Ну, я понимаю, что не все люди настолько отсталые, но у многих людей не только кнопочные телефоны, а их нет. А вроде уже неправильно идти в гости, не предупредив заранее. То есть вот такие бытовые ситуации я вам показываю. Я уже не говорю о программах обучения с 4, с 5 лет, с 6 лет, у школьников, у студентов. У меня внучка студентка на первом курсе, 19 лет. У нее такой поток. Я с ней беседую, когда дома. Боже мой, как она все успевает. Вот ту информацию, которую она мне иногда выдает, так по телефону мы с ней беседуем, она в другом городе живет. И думаю, боже мой, какие талантливые дети, как они успевают. При том, что я человек, не считаю себя старым, я человек активный, я много читаю, я много провожу времени в путешествиях, я много чему учусь у других, то есть и вебинары прохожу, и обучение выездные и так далее. То есть я не страдаю, как сказать, вот этим потоком информации, но мне сложно уже сложно. И я думаю, что многие люди понимают, о чем я говорю. Какие же причины, вот что такое усталость с вашей точки зрения, Светлана, как ты понимаешь, что такое усталость? Но Или что такое бодрость? усталость это нежелание что-либо делать, наверное, да, и постоянно клонит в сон. Ну, что еще? Согласна. И Ну, то есть, ожидание конца рабочей недели, мало идей, может быть, как-то жизнь да. проходит в ожидании отпуска, наверное, еще можно сказать. Вы знаете, в 37 лет я чувствовала эту хроническую усталость. Сейчас мне в 2 с лишним раза больше. Вот смотрите, я просыпалась, ой, скорее бы день закончился. Вот то, что, о чем ты сейчас сказала, Светлана, да? То есть человек просыпается, он не выспавшийся, он усталый. Почему? Потому что груз. То у меня ночные дежурства, то какое-то там событие произошло в больнице, и я переживала весь вечер, естественно, это в сон перешло, да, то в семье что-то. Ну, у женщины это всегда найдутся страхи, поводы для каких-то переживаний, да. А сейчас мне легче, кстати, в этом плане. Почему? Потому что я узнала причины хронической усталости. То есть, когда раздражительность, когда хочется спать, когда не хочется никуда идти, особенно после работы на диванчик, на кресло, прилечь и телевизор включить. Вообще никаких движений. Даже есть у меня знакомая женщина, которая говорит, прихожу с работы, говорю, час меня не трогать. Ужин приготовлю позже. Представляете? Вот такая хроническая усталость у людей. И чаще всего хроническая усталость у людей активных, амбициозных, и неважно, 20 лет им, 30 или за 70, за 80. То есть у многих самых работоспособного возраста как раз возникает вот эта хроническая усталость. Ну, начнем с причин все-таки. Ну, наверное, первым вы скажете стресс. И я считаю, что на первом месте стоит стресс от всей информации, и хорошей, и плохой, от изобилия, от объема и прочее, прочее. Значит, вот эта информация, это нервное перенапряжение, на работе задания дают некоторые руководители за час, мне там отчет составить. Вчера этого не было сказано. Конечно, будет перегрузка нервной системы. Вторая причина, конечно, это экологический стресс. То есть стресс эмоциональный на первом месте, на втором экологический. Мы не замечаем. Ну, вроде, погода, дождь, снег. Ну да, какая-то грязь там, черный снег. У нас еще снег лежит в Сибири.
Но, с другой стороны, свежий вроде воздух у нас, чистота, кедры, сосны, представляете? Свежий воздух. Но это экологический стресс. Я понимаю, что даже вода, которая течет из-под крана, холодная вода и горячая, они не чистые, их пить нельзя, как раньше мы из-под крана пили. Ну, не буду насчет экологии, вы сами прекрасно все понимаете, о чем я говорю, да? Дальше. На третьем месте стоит дефицит витаминов и минералов. Да, Саргалана, ты правильно сказала. Жизнь стала лучше. Деньги у людей есть, как бы они ни грустили, что у меня мало. Есть у каждого деньги. Каждый может купить хороший продукт, а не просто там со сроком годности не очень хороший, да? Все есть, но продукты-то у нас пустые, и мы тоже об этом знаем. Ну, почти все население осознает, что в магазине он покупает продукт пустой. Нет витаминов, нет минералов, все переработано, и даже нет клетчатки. Или она неправильная клетчатка, не той степени грубости или нежности, которая нужна в данный момент человеку. Хорошо, пойдем дальше. И вот один из главных моментов сегодня, я считаю, паразитозы. Паразиты – это не только гельминты, там червяки в кишечнике, да, это и вирусы, это и бактерии, это простейшие, это маленькие-маленькие частички биологических существ, которые нарушают нашу жизнь. И вы знаете, что у многих из нас, что грешите, возможно, кого-то из здесь присутствующих, стул нерегулярный, или наоборот слишком частый синдром раздраженного кишечника, или наоборот по 2-3 дня, есть у меня знакомая, которая по 10 дней не ходит в туалет. Представляете? Она стройная, она вот такая худая, но когда она ко мне пришла и говорит: Лариса Михайловна, я больше не могу, услышала про меня, что я там могу помочь. Я только дотронулась до живота, у нее кишки, вы знаете, как трубы металлические. Я думаю, как она живет вообще. Ну, сейчас, конечно, стало лучше. То есть неправильное переваривание и прочее, прочее, все это вызывает наши непрошенные гости. И с ними тоже можно работать. Правильно? Следующее. И вот вы заметили, уже года 3 у нас, да, идет вирусная атака. То есть вирусные атаки – это один из, скажем так, современнейших причин вот нашей хронической усталости. Вот если так пропустить, нервный срыв можно ликвидировать? Ну, можно, но люди, работающие в офисе, люди, занимающиеся каким-то трудом таким эмоциональным, напряженным с людьми, да, ну, от стресса не уйдешь. И если совсем нет стресса, тоже плохо. Человек не может быть счастливым, если не с чем сравнить. Правильно? Если он только лежит на диване, или у моря, или у речки, и больше ничего, да, он может быть счастливым где-то. Но он той, как сказать, степени счастья он никогда не поймет, если нет периодических стрессов. То есть, это и нереально. Хорошо. И вот смотрите, экологию можем изменить. Ну да, пытаемся, но я считаю, нереально. Чем более, да, технократный у нас становится мир, тем хуже экология, что бы мы ни делали. Значит, стресс эмоциональный тоже можно снизить, но ликвидировать нельзя. Дефицит витаминов, минералов можно ликвидировать? Можно. У нас есть новейшие технологии, да, и вот здесь нам как раз помогает наука нутрициология. Что это такое? Диетология все знают. Когда живот болит или еще что-то, мы идем к диетологу, если терапевт не может помочь. И диетолог начинает тебе показывать, как правильно составить режим питания. Сколько белков, сколько жиров, каши как есть, мясо и так далее. Это диетология. Какие травы использовать, да, какие специи. Есть фармацевты, есть фармакология наука. И без нее современный человек вообще, мне кажется, не живет. Ну, за исключением некоторых людей, достаточно малого процента, может быть, 3-5% в мире, которые могут обойтись без фармацевтов. Так вот, стык вот этих двух наук, диетология и фармакология, называется нутрициология. То есть без фарм и без, как сказать, грубого, так скажем, изменения питания, ну, это я так в кавычках грубого, да, то есть явного, там вот каши столько, этого столько, но не глубокого.
идет наука нутрициологии. Она с помощью новейших технологий и знаний о травах, а травы же, вы знаете, появились вперед человека, а потом человек уже стал искать, чем питаться. И травы – это то благо, которое сохраняется в нашем современном мире и может нам помочь. И вот в них как раз и витамины, и минералы, и клетчатка, и что только нет полезного для организма, более 1000 нутриентов. Это называется микронутриенты, то есть полезные вещества в малом количестве. А белки, жиры и углеводы – это макронутриенты в большом количестве. Так вот, задача современного человека – сделать питание таким, чтобы микронутриентов, то, что в маленьких дозах, даже в миллилитрах, миллиграммах содержится, даже в нанограммах, вот этого количества должно превышать, нежели макронутриенты, то есть белки, жиры и углеводы. Ну, там не по количеству, а именно по качеству пищи, чтобы микронутриенты были каждый день в течение всего дня в нашем питании. Ну, дальше пойдем. Паразиты. У нас очень много различных возможностей помочь человеку, да, справиться от паразитоза. Ну, многие люди ездят в санаторий. Ездите в санаторий? Бывает, да, кто-то часто, кто-то редко, кто-то раз в жизни. И там есть такая процедура, когда тебе, ну, грубо скажу, трубочку вставляют в попу и промывают водой. То есть вода идет снизу вверх, противоестественно. Это грубейшая процедура, но почему-то многие люди ее любят. Превозмогая боль, они лежат и радуются. Ой, как хорошо, мне почистили кишечник. Но с этим потоком воды убрали всех положительных бактерий, которые создают микробиом, то есть питание в кишечнике. И таким образом нарушают наш обмен веществ. А вы знаете, что настроение человека зависит даже от количества правильных бактерий. И человек раздражительный, я уверена на 100%, имеет бактерии не очень хорошие, больше отрицательных для организма бактерий, чем положительных. Ну так вот, получается, что врачи, которые заботятся о здоровье, не ведая того, что делают, получается, хотя многие это знают, тем не менее, эта процедура существует. Ну вот если коротко, я прям вот чуть-чуть коснулась, но есть программы, составленные из фитокорректоров, то есть трав, которые изучают, ученые занимаются изучением банка трав, то есть все травы в мире, они изучают, они компонуют, и то есть получается вроде бабушкин рецепт, но технология новейшая, да, допустим, измельчение в микроны трав. И вот эти полезные вещества всасывают, и ты можешь освободиться от паразитов, и ты можешь улучшить питание сердцу, сосудам, мозгу. Ну, вот если коротко так, Светлана, ответила немножко на вопрос. Да, И ты будешь бодрым, веселым, счастливым. И Мгм. приходя с работы, ты захочешь идти в театр, на прогулку, поиграть с детьми, а не будешь сидеть в кресле разваленный. Мгм. И вот я хочу, чтобы вы, Лариса Михайловна, из своего опыта многолетнего, да, поделились, что пропивать, как пропивать, и что вы посоветовали бы. Ну, сейчас, потому что профисит разных, ну, вот, предложение превышает спрос даже, да, поэтому надо все-таки прислушаться к специалисту, к врачу. Поняла. Ну, смотрите, у нас сколько времени? А то я что-то разговорилась, мне кажется, я уже это... 19 минут. Минут 8. 5-10 есть, да? Да, есть. Вот смотрите, начну я как специалист по ресурсному состоянию. С чего начать, чтобы бодрости было больше, а усталости меньше, да? Ну, что можно посоветовать? Что делать? Ну, первый режим труда и отдыха. Как и в былые времена, когда я была школьницей, когда я была студенткой, говорили, столько-то трудись, столько-то спи. Но если день 24 часа и разделить на 3 части, то примерно так и будет. 8 часов спать, 8 часов трудиться и 8 часов отдыхать. Вот это нормальный
легко запоминающийся график работы. Не у всех это получается, особенно кто работает в ночные смены. Кто ездит в далекие, там на машинах возит грузы, да, ну, что говорить, шахтеры и так далее, врачи. То есть ненормальный труд. И тем не менее, можно придерживаться, по крайней мере, ложиться спать. Я сама сова, я раньше ложилась в 2, в 4 ночи, мне казалось, у меня продуктивность тогда, когда все спят, и никто мне не мешает, а я пишу там свои лекции. Сейчас я стараюсь лечь. Вот если не могу в 11, полдвенадцатого, то хотя бы за 5 минут до 12 ночи. Почему? Потому что нужно лечь сегодня, а не завтра. Вот это очень важно. Но если вы ложитесь в 10 вечера, в 11 вечера, то это замечательно. Почему? Потому что как раз в 10 часов вырабатывается мелатонин, и он вырабатывается до часу-двух часов ночи. Представляете? А это гормоноподобное вещество, которое дает нам заряд бодрости, которое убирает нашу усталость, которое дает нам улучшение памяти, улучшение, ну, вообще самочувствия в целом. То есть без мелатонина, если человек не получил, а ты не получишь, если ты лег в 2 часа, в 3 часа ночи, вообще не получил. Только истратил то, что было еще в запасе у тебя. И ты развалина с утра, вот как я о себе говорила. Проснулась, ой, хочу что-то. Скорее бы день закончился, я бы снова легла. Вот. То есть первое, значит, ночь, да, сон хороший. У кого плохой сон, надо подумать. Или вы телевизор смотрите перед сном, может быть, лучше книжку прочитать тогда спокойно, хотя бы 15 минут. Может быть, у вас лучше сходить, если вы не можете на улицу погулять, сходить, метели, в юго там или еще что-то. Вы можете выйти на балкон, подышать свежим воздухом. Ну, то есть какие-то действия, которые успокоят вас. Может быть, понюхать приятные эфиры. Кстати, целебные эфиры, они очень хорошо восстанавливают. Может быть, успокаивающий травяной чай попить, тоже хорошо. Ну, лучше, конечно, за час готовиться ко сну, думать хорошие мысли, принять душ и так далее. Ну, то есть то, что вам нравится. Может быть, побеседовать со своей семьей, поцеловать детей, обнять мужа, какие-то задушевные беседы 10-15 минут. Ну, что учить вас? Все взрослые, все понимаете, что такое хорошо, что Знакомые такое плохо. вещи. Да, да. Второе. Помимо режима труда и отдыха, что? Ну, природа. Мы же дети природы, и значит, в любой момент надо использовать, даже если ты офисный работник, то в перерывчик не ходи курить на балкон, как многие ходят, или на крышу здания. Ну, у нас вот такие есть здания, где на крыше специально кресла стоят, и люди могут покурить. Лучше подыши воздухом, лучше полюбуйся природой. Посмотри, как листики ветер шевелит, да? Как там птички поют. Но если нет этой возможности, на многих работах сейчас комнаты отдыха. Там тоже есть эфиры, например, там есть разгрузочные какие-то уголки, например, аквариум с рыбками полюбоваться, да? Это тоже расслабляет, это тоже хорошо. Ну, еще раз скажу, вот вечером не телевизор, не какие-то ужастики, не детективы, потому что многих возбуждают такие книги, даже если вы книгу читаете, а не смотрите в записи эту книгу, да, в электронике. Ну, лучше музыка, прогулки, книги, хорошие книги. Ну, классика это есть классика, да, и музыка классическая, и книги классические, они успокаивают нервную систему. Конечно, есть физические упражнения, и я думаю, что каждый из вас имеет в своем арсенале или утреннюю гимнастику, знает, какие упражнения. Ну, а кто не знает, в интернете столько всего, только найди свое, а не бросайся на первое попавшееся, да. Вот. Ну, я люблю утром делать гимнастику на растяжку, потому что я понимаю, что если гибкие мои суставы, то я буду моложе выглядеть. А если я буду моложе выглядеть, я буду моложе не только выглядеть, чувствовать буду, да, моложе. И это мне помогает прыгать, даже с тарзанки в моем возрасте, бегать, плавать. То есть я не чувствую своего возраста. Почему? Потому что я постоянно нахожусь в какой-то час, максимум 2, у меня больше не получается, а иногда вот даже 20 минут, ну, какого-то активного движения, да. Если негде, некуда идти, там, ну, бывает замкнутые помещения, человек там находится, как скажем, в изоляторе, что делать?
450 приседаний, и больше можно ничего не делать. И твои мышцы все, и Так, сердечно-сосудистая система. Прекрасно. Ну, понятно, если человек неподготовленный, вот я неподготовленный к данному случаю, 450 упражнений, даже приседаний, даже если разделю я их на 4-5 раз, для моего организма это сложно. То есть вы понимаете, нужно осознанно относиться ко всем советам и рекомендациям, да? Вот. Но я знаю человека, который 450 приседаний делает каждый день. Я знаю человека, который каждый день ходит 15 километров. Но у меня вот нет времени на эти 15 километров, да? Но приседать я пристаю раз 50. И тоже считаю, что это хорошо. Но приседать надо правильно. Не так, чтобы коленки вперед шли, а чтобы попа назад шла. Вот как будто вы, ну, самое, как сказать, понятно, когда на улице, на природе собираешься в туалет сходить, вот так надо приседать. Поняли, да? Попу назад, а коленки, чтобы были на уровне, вот если за дерево держишься, приседаешь, коленки не подвигаются к дереву, а отодвигаются от них. И тогда ваша сердечно-сосудистая система будет великолепной. Ну и, конечно, правильное питание, еще раз повторюсь, чтобы микроэлементов, витаминов было больше. То есть салаты можно неограниченно, если это из травы салаты, да, из любимой травы, конечно. Не заставляйте себя, не насилуйте себя. Вот сколько можете, сколько хотите, столько и съешьте. Но утром и вечером идеально кушать салаты именно травяные. Лук, чеснок, понятно, что очень много салатных листов, трав и прочее, прочее. Что еще? Клетчатка. Конечно, если вы кушаете, любите блины, любите пирожки, любите там все сладенькое, пирожные и прочее, там клетчатки не найдешь. Там да, сплошная зимой мука, особенно. так скажем, слизь, что там есть крахмал, который вообще посадит ваш микробиом, то есть жителей бактерий полезных в кишечнике. Конечно, нужно пересмотреть это. Но есть клетчатки полезные, которые в нутрициологии, нутрициологи вам предлагают, да. И вот я, допустим, очень счастлива, что в 96-м году встретилась, попала на конференцию врачей, а нас было очень мало, 10 человек или 12 тогда. То есть я не знала, что такое БАДы вообще, не знала, что такое нутрициология. Меня этому не учили в моей медицинской академии, где я училась, тогда назывались институты, сейчас это академия медицинская, да. Но я поняла, что в этом есть что-то. И я встретилась с американским ученым, который создавал фитокорректоры, то есть БАДы, которые некоторых до сих пор раздражают, хотя этим БАДам 80 лет, и многим людям они помогают, которые пьют, естественно. Вот. Но до сих пор какие-то споры еще идут в быту, в социуме, да, и даже среди врачей. Надо, не надо. Конечно, надо. Конечно, те врачи, которые говорят, ой, зачем вам БАДы, они выглядят намного, ну, мягко говоря, немного старее, так скажем, да, и душевно, морально, и физически, нежели те, которые употребляют полезные фитокорректоры. Так вот, я тогда встретилась, и я поняла вот то, что мне поможет. И благодаря вот этим фитокорректорам я сегодня чувствую себя лучше, чем в 37 лет, когда думала, скорее бы день закончился. Ну, фитокорректоры фитокорректором рось, вы понимаете, да? Смеси трав не равноценно всем смесям трав. То есть если травы намолотые в 2-3 сантиметра или в полсантиметра в коробочках в аптеке, эти травы не подействуют так, как фиточаи, например, да, вот травы, которые измельченные до микрон, до 50 микрон, как размер клетки. Так вот, я искала, с 96-го года я искала компанию, а такие продукты можно купить только в сетевой компании, вы понимаете, и сейчас это не, как сказать, не загадка для людей, они это понимают прекрасно, в аптеке этого не купишь. В аптеке купишь фитокорректоры, но они, ну, низкого качества, так скажем, иначе люди, их нужно продавать, им о них нужно рассказывать, что они получат. Не совсем дешевые они, естественно. Ну вот я тогда это поняла, я тогда начала искать компанию, и получается, через 6 лет, через 5 лет, я нашла такую компанию. И вот с этой компанией я дружу уже 23 года. Я употребляю вот эти фитокорректоры, они мне помогают быть
ну, более здравомыслящей, помогает мне быть в состоянии адекватном, ресурсном в мои годы. И мои дети и внуки пьют уже, вот мои семьи пьют эти продукты здоровья. Вот что я хочу сказать. И если говорить уже о хронической усталости, в частности, сейчас весна, хочется организму очищаться по биоритмам природы, да? Согласны? Весной Да. надо очищаться, и осенью надо очищаться, потому что мы много съели в огородах, с рынка, принесли продукты, в них много паразитов. Хотим мы этого или нет? Надо от них освобождаться. Так вот, в той компании, в которой я, если хотите, я назову название этой компании, где я беру продукты здоровья, есть программа Гельмостоп. Гельмостоп мини – это для детей самая лучшая программа. Дети лучше становятся в школе учиться. Дети более внимательные, дети менее раздражительные, дети менее гиперактивными становятся только благодаря тому, что они, ну, детям можно даже один раз весной проводить вот эту очистку организма. Почему? Потому что даже у детей, казалось бы, но они еще маленькие, они еще не успели накопить грязи. Но когда они были в утробе у некоторых мам, они курили, кто-то пил. Но если идеальная женщина, которая не пила и не курила, но она ела продукты, ну, неосознанно, наполненные неправильными компонентами, да, магазинные продукты, колбасу, например, сосиски, там, ну, не буду перечислять, консервы различные, с пищевыми добавками, то есть те пищевые добавки и биологически активные добавки – это разница, да, вы понимаете, о чем я говорю? То есть биологически активные добавки – это те травы, которые содержат витамины, микроэлементы и прочее, прочее, клетчатку, аминокислоты и так далее. А пищевые добавки – это консерванты, это красители. Они вроде не вредны, говорят так, Да, тот, кто так создавал их. точно. Ну, мы это понимаем, что если в большом количестве вот есть эту колбасу тоже, да, консервы, некоторые люди питаются только консервами, я таких тоже знаю, не переубедить. Они не ищут от природы, не ищут готовую банку, открыл, съел и довольный. Они едят дрожжевой хлеб, они, ну, не буду рассказывать дальше. Так вот, Да. да, ну вот так получается, что человек может себя погубить, или человек может продлить себе жизнь. Ну, ответила я Мгм. на ваш вопрос. Да. Вот, так программа очищения как раз способствует очищению клеток и внутри, и Мгм. снаружи. Ведь человек, который не очищается, но я не говорю про тех, что, которые в баню не ходят, в душ не принимают, об этом речь не идет. Цивилизованный человек принимает душ, он моет, чистит зубы и так Да. далее. То есть это нонсенс, чтобы он там как бомж ходил. Нет, конечно. Вот. Но вот в нас, в цивилизованных людях, несмотря на бани, там, сауны и прочие развлечения наши, души каждый день, наши клетки живут в болоте, если мы не делаем очищение хотя бы 2 раза в год максимальную и хотя бы там раз в 2-3 месяца минимальную, да, какие-то очищающие чаи и так далее пьем. Вот. И тогда, вот представляете, стоит кораблик в болоте, он не может двигаться. Но вот так же наша клетка, вот в этой грязной, так скажем, около клеточной среде, и Мгм. клетке нечего взять из этой среды. Но если мы 2 раза в год максимальную очистку делаем, наша лимфа начинает хорошо работать, наша кровь начинает двигаться быстрее, клеточка начинает дышать, дает нам много энергии, и наша хроническая усталость проходит, и мы становимся более активными. Да. Вот. И много таких программ очищающих есть. Ну, название, я думаю, смысла нет мне сейчас перечислять, потому что, уважаемые слушатели, Саргалана, которая вот ведет, я понимаю, периодически, да, Саргалан, ты Да. ведешь Да. Мгм. э, Вот свои начала передачи. периодически. Да. Да, да. Вот человек настолько грамотный, настолько... Просто я этого человека знаю много лет, поэтому и говорю так. И она знает, как вам помочь, она знает, кто вы. Я-то, в общем, только говорю, как врач-специалист, да. А Саргалана вам расскажет, кому вот это лучше, кому это лучше. Но самое главное, помните, первое, очищающие программы 2 раза в год минимум я пью, причем большие очищающие, гельмоскоп большой, 50.
90 дней. Вот сейчас шикарная программа есть в компании. 90-дневная, трехступенчатая. 3 месяца мы пьем, и вы знаете, мы очищаем и печень. А что такое печень для женщины особенно? Это главный орган женской красоты. Главный орган, чтобы дети родились нормальными, здоровыми. Ну, естественно, и для мужчин, и для подростков, и для молодежи, но я считаю, вот главный орган для женщины, чтобы быть сексапильной, красивой, и неважно, где ты работаешь, где ты живешь, на севере или на юге, ты в помещении или ты на природе работаешь железнодорожником или там в лесу геологом, ты можешь сохранить свою женскую прелесть, красоту и иметь здоровых детей. Вот это самое главное. Печень очищает все, и от паразитов, и от шлаков, которые поступают с водой, с воздухом, с пищей. И наши гормоны распадаются, и некоторые превращаются в злокачественные опухоли, способствуют, вернее. И эта печень убирает, Все. как сказать, да, все вредности убирает, поэтому печень нужно чистить. Почки нужно чистить, да, желчи надо помогать, тоже нужно ее чистить. И поэтому получается, что нужно чистить, питать и заселять свой кишечник полезными бактериями. Вот самая главная основа науки нутрициологии. Наверное, все. Так, да, подробно так рассказали, Лариса Михайловна. Я теперь обращаюсь к зрителям. Если у кого есть вопросы, можете поднять руку. Я вам включу микрофон и задавайте вопросы Ларисе Михайловне. Может, у кого-то конкретный вопрос есть, может, по применению биодобавок. Ну, я вижу, это мои, ну, вот имена я знаю многих, всех, и все принимают биологические биодобавки, конкретно наши. Как я Поэтому, рада, что вы такие грамотные люди, да, просто молодцы. Хвалю. может, по применению у кого-нибудь есть вопрос? Но бывает так, что один раз человек, ну вот по проблеме покупает, да, но берет какую-то одну баночку и пропивает, и все. Через 2 года объявляется, и опять. Ну, как принимать? Вот это тоже хотела еще уточнить. Ну, Я. давайте я так скажу. Это равносильно, что принять душ 1 раз в год. И быть счастливым, что я чистый, понимаете? И я напитан. Да. Вот. Но я рада, если те зрители, которые сейчас присутствуют, они знают, что такое фитокорректоры, они пользуются ими. Вопрос, от каких компаний вы пользуетесь, чем? Ну ладно, наверное, вы сами это решите, Светлана грамотный специалист, и она действительно тоже консультант, не врач, но она консультант в состоянии. Много вот то, о чем я сказала в общем, она вам расскажет в частности. Слушайте ее и осознанно относитесь к своему питанию, образу жизни и к человеческим отношениям. Это тоже радость, да, если правильное отношение. Ни у кого вопроса нету, да? Ну, у меня есть один еще такой вопрос, может быть, не в тему, но все равно этот вопрос меня волнует как родителя. И вот в последнее время и как консультанта в ресурсном состоянии тоже волнует этот вопрос. В последнее время вот появились такие напитки энергетики. И вот я еще, когда их не было на наших прилавках, да, это было еще где-то там на европейской части России, я читала статью, что от этих энергетиков умирали молодые люди. Просто они ничего не ели, кроме этих энергетиков, и только пропивали вот эти напитки, и их уносили на скорой и не могли спасти. И потом вот эти на наших прилавках тоже появились и употребляют молодежь, подростки, даже взрослые. И вот эти электронные сигареты, они тоже набирают популярность и среди подростков, и у молодежи. Даже взрослые я встречала, да, говорят, что если сигарета стоит 5000, она менее вредная, чем которая стоит 1000 рублей.
этими подростки балуются, да, но Мгм. мы-то все знаем, что это химия, что это яды. И вот вы, как врач, Мгм. ну вот ваша точка зрения все-таки. Я хочу знать, и Мгм. это Ну, волнует, конечно. мгм. Да, это печальная, я считаю, сторона современного общества. Вот эти Мгм. моды на электронные сигареты, на энергетики. Ну, что такое энергетики? Это напитки, которые содержат стимулирующие компоненты. Ну, и чаще это кофеин. Ну, не всегда. Вот. Есть алкоголь содержащие энергетики, есть безалкогольные. И считается, что безалкогольные вообще не вредны. Ну, это в социуме считается. На самом деле проведено очень много во всех странах врачебных исследований, научных исследований. И пришли к выводу, что энергетики, неважно какие компоненты содержат, но они очень вредны для организма, особенно для детей. Во многих странах уже вышли приказы, указы, чтобы энергетики не продавали детям и подросткам, и молодежи до 18 лет. Представляете, вот когда у меня возник такой вопрос, это было уже давненько, тоже думаю, ну вот у меня внучки растут, да, 3 внучки, четверо, но одна еще маленькая. И они уже 15 лет, 18 лет, да, им же хочется тоже, как всегда, современная молодежь. Спасибо. И думаю, как же мне им показать, как же вот рассказать, что они вредны. Ну, если брать, допустим, не энергетика, а готу-колу, вот эти всякие колы, да, мы понимаем, что там много сахара. А это сахарный диабет, который проблема, бич номер 1 становится среди вот подобных заболеваний поджелудочной железы. Это как бы проще объяснить. И то дети не понимают. Ну, я вот своим говорю, 1 раз в месяц вы можете что-то попробовать, я имею в виду вот сахаросодержащие. Но энергетики вообще лучше их не трогать. Почему? Потому что они влияют на нервную систему, они влияют на сердечно-сосудистую систему, вот эти добавки, которые возбуждают. Мы и так в стрессе, о чем я говорила сегодня, да, и плюс вот эти напитки, и особенно алкоголь. Алкоголь, допустим, алкоголь, он что? Он вызывает потом апатию. Ну, вы знаете, алкоголики потом сваливаются, да? А энергетические напитки, наоборот, они бодрят. И когда вот это сочетание идет, получается, организм не знает, как реагировать. Понимаете? И человек пьет вот эти энергетические напитки, он не замечает алкогольного влияния, потому что оно энергетики бодрят, и алкоголь как бы отходит на второй план. Но он-то свое вредное действие производит, да, и есть случаи, когда действительно, вот, допустим, школьник, читала в литературе, школьник то ли 7-го, то ли 8-го класса пил энергетики, но он в течение 2 часов, потом установили, когда при вскрытии, он просто умер случайно, как говорится, э, где-то бежал там и упал и умер. Ни в школе, ни где-то, а вот, ну, в свободное время. Потом, когда стали сравнивать, что к чему, как, оказалось, что в течение 2 часов он выпил энергетик, он выпил алкогольный энергетик, и он что-то еще, какой-то энергетический напиток. То есть 3 вида напитков, алкогольный, 2 безалкогольных. Это такой мощный удар по детскому организму, а это еще подросток, это ребенок еще, да, что он упал и умер. Отказалось сердце, аритмия, и врачи не смогли его спасти. Вот. Как рассказать детям? Конечно, производители многие говорят, что это хорошо, это вкусно, это сладенько или там наоборот безопасно. Но нужно всегда читать состав. А многие производители сегодня состав не пишут. Ну и подростки, вы понимаете, зайдя в тот же Макдональдс или в какое-то еще там кафе, где продают эти напитки, или просто в магазин купить, они никогда не читают, особенно что мелко написано, да? Поэтому в данном случае нужна просто разъяснительная работа взрослых людей. Но чтобы разъяснить, я просто предлагаю каждому из вас зайти на сайт любой, где написаны энергетические напитки, да, и почитать. Вот как тогда я читала, ну, я не знаю, года 2-3 назад, и меня ужас объял, понимаете, я даже не придавала, я врач, такое отрицательное влияние этих напитков. Я не знаю, кто их придумал,
Но я Мгм. единственное знаю, что в России уже, в России, Новосибирской области, с ноября, по-моему, месяца прошлого года, 22-го, а местная Госдума, так скажем, Мгм. издала указ, чтобы не продавали детям до 18 лет. Я просто радуюсь этому. В нашей Госдуме, в России, еще не прошел этот приказ, но, возможно, он будет вот в течение 23-24 года. Я могу ошибиться, я не готовилась к этому вопросу. Вы просто выйдите, почитайте, посмотрите. Второе, или Мгм. электронные сигареты. Я раньше, когда вот, ну, услышала, что есть такие электронные сигареты, я не знаю, что это такое, я тоже, как сказать, думаю, ну, наверное, это альтернатива, где нет никотина, где там, Мгм. что там, я не знаю. Но когда я тоже познакомилась, благодаря тому, что у меня есть внучки, так бы, может, я и не прочитала, я поняла, что это такое электронные сигареты или подобное оборудование. Их очень много. Их более 1000 разных модификаций этих сигарет. И правильно, и китайские, которые стоят $220, и каких-то других крутых компаний, которые стоят $200. То есть Мгм. 1000 рублей, там эти подзарядки разные, как они называются, ну, включать в электрическую сеть и Мгм. подзаряжать. Но суть вот этих электронных сигарет какая? Спираль, на спираль намотана, так скажем, шнур, который пропитан жидкостью определенного вкуса. И эту жидкость подливают. А испарение идет, когда человек начинает курить, спираль вот эта нагревается каким-то образом. Ну, я не технарь, поэтому не могу вам объяснить, надо прочитать. И вот это испарение конденсируется быстро, и получается пар. Что там И человек видит, что я курю, пар идет, вроде заменитель сигареты, да. Вот. Но электронные сигареты еще вреднее, чем обычные сигареты. Там мы хоть понимаем, что никотин явно написан, а в электронных сигаретах никотин чаще всего присутствует, но иногда не пишут, что это никотин. Мгм. И он спрятан вот, ну, в глубину вот этой жидкости, а в жидкости различные вкусовые интересные, то, что людям нравится, вкусы яблок, там груш и прочее, прочее, то, что отвлекает человека, на самом Мгм. деле, там и формальдегид есть, которым обрабатывают покойников. Это очень вредное вещество для... Представляете, вот этим дети наши дышат, или Мгм. взрослые. Дальше замечено было ну, людьми, которые занимаются этим, очень мало исследований еще, потому что электронные сигареты не так давно появились, несколько лет назад, ну, в России, по крайней мере. И заметили, что те люди, которые хотели бросать курить и перешли на электронные сигареты, они были разочарованы. Почему? Потому что вот этот никотиновое желание или зависимость, она не убирается. Какой-то Мгм. период, да, люди отвлекаются, а потом снова Мгм. хотят курить. И электронные сигареты не заменяют, как сказать, не хорошая альтернатива замены сигаретам или там папиросам. Почему? Потому что там вредных веществ еще больше, чем вот в накрученной сигарете, в обычной. Представляете? Я не буду перечислять, загружать вас уже много времени, какие там, ну вот формальдегид я помню, что никотин там есть, но очень много, до 10 наименований вредных веществ, а модификаций вот этих жидкостей, в которых добавлены различные вкусы, да, естественно, это не натуральные яблоки, груши и прочее, а именно вкусы, а это всегда пищевые заменители или какие-то химические средства, которые наши мозги, так скажем, запудривают. Вот. Их более 15 тысяч, представляете? И никто не знает, какие химические вещества там лежат и какой вред они наносят. Но научные исследования уже проводятся. И еще раз говорю, что правительство многих государств не только озабочено, но уже выпустили указы о недопустимости применения этих продуктов, то есть этих Мгм. сигарет Ну, электронных. Ну вот, эти немножко, если сигареты... спутанно сказала, но суть вы поняли. Нет, понятно, понятно очень. А вот эти Мгм. электронные сигареты, они же тоже, видимо, вредны для окружающих людей, если от них идет пар, да? Абсолютно права, Саргалана, Мгм. что вот этот пар, конденсат,
Он Мгм. же тоже содержит вот эти вредные вещества. Человек-то кайфует, вроде облачко выпустил, да, выдохнул. А человек, который рядом сидит с ним же в кафе и дышит этим паром, но не курит, Да. и он получает, как и пассивный курильщик от обычной сигареты, он получает много вредных веществ. Но Мгм. если в сигарете вот эти вредные вещества, они отторжение вызывают у человека, и он может Мгм. отойти, да, от курильщика, чтобы не нюхать, то вот эти приятные ароматы, которые исходят из электронной сигареты, они могут, наоборот, людей привлекать. И вот в этом сейчас самая большая опасность, что мы Мгм. не, как сказать, не боремся с курением, а наоборот привлекаем людей покурить. И тем самым здоровье нации все хуже и хуже. Вот, это Да. глобальная проблема. Это не просто вот кто-то захотел покурить или там приятно, Мгм. неприятно кому-то. Кто-то осуждает, И кто-то нет. Но это очень вредно. Да. да, Это и и Лариса сердце. Михайловна. Еще Мгм. добавлю, это нарушение сердечно-сосудистой системы, это аритмия, это, естественно, пищеварительный тракт страдает. И самое страшное, что вот эти пары, которые входят в легкие, да, нарушают слизистую оболочку бронхов и альвеол. И Мгм. сейчас есть даже болезнь, называется болезнь вайперов, то есть вот этот процесс курения электронных сигарет называется вайпингом. И ну, если есть уже болезнь вайпинга, представляете, значит, это сколько людей уже пострадали, если уже медики об этом пишут. То есть, ну, то есть поняли, и нервная система, и сердце, и почки, в общем, много органов, ну, а это, считай, весь организм страдает. Так что не Мгм. надо курить, и людям молодым говорите об этом, почитайте поподробнее сами на сайтах, посмотрите, Конечно. и чтобы четко рассказать, что это такое. Мгм. Да, у нас уже час, но у меня еще один вопрос все-таки я задам, потому что Да. этот вопрос назрел по ходу беседы. Мгм. Вот может быть тяга вот к этим энергетикам, к этим, ну, как тяга к алкоголю, к никотину, Мгм. у человека возникает при нехватке каких-то микроэлементов, может быть, да, витаминов, может быть, чего-то там у него в организме не хватает. А что если восполнить вот нужду организма, ну, витаминами, микроэлементами, может, у, у людей, ну, конкретно у подростков, у молодежи не будет возникать такого желания. Или, может, Ну, это я мода какая-то. поняла, поняла, Светлана. Мгм. Ну, в первую очередь, я считаю, это, ну, если грубо так сказать, это распущенность или просто неосознанное вот это подростковое желание быть в толпе, да, не хуже других. То есть мы не обучаем детей, возможно, в школе меньше внимания сейчас обращают, чем раньше, вот когда нас обучали. То есть это культура поведения, это вообще, ну как сказать, осознанное отношение к жизни. Ой, ты куришь, ну дай-ка я покурю. Ну обычно это в 5-6 лет можно понять, что человек вот Мгм. смотрит на кого-то, или мама, папа курит, и я хочу тихоря покурить. Но а, потом это перерастает, вот кто уже начинает курить или пить энергетики, идет нарушение обмена веществ, абсолютно права. И вот в данном случае это уже не профилактика, а, как бы сказать, уже профилактика осложнений. Да, обязательно нужно очищение, обязательно нужно ну, пригласить специалиста, который понимает, что лекарства тут не помогут. Тут психология, психосоматика, то есть беседа людей, да, рассказы, что как повлияет на тебя. Может быть, общий отдых с ребенком, с подростком. Ну, как-то, то есть должна быть больше профилактическая работа пропаганды, первое. И второе, Мгм. конечно, я понимаю, даже вот алкоголики уже взрослые люди, да, можно бросить курить, если, допустим, наполнить организм витаминами, минералами, да, а очень много фитокорректоров есть хороших, только надо выбирать хорошие компании. Вот я, допустим, скажу, что я занимаюсь своим оздоровлением и оздоровлением своих семей. У меня 2 детей, 2 семьи больших, моя еще 3-я семья. И моих знакомых, друзей только продуктами Глорион. Почему? Когда я искала, вот я вам рассказывала, да, проблемы были здоровья у меня в 37 лет, и я
с сознанием уже науки нутрициологии я выбирала компании, где адекватность, где честность, показывают, что лежит в этой коробочке, да, где новейшие технологии, которые полезные для организма, есть разные технологии, где компания находится в ассоциации разработчиков и производителей европейских, а таких компаний из России всего 4 до сих пор, заметьте, а мы с 2007 года, уже вот где я беру компании, компания входит вот в это. Глорион входит в Ассоциацию восстановительной медицины России, где идет изучение здоровья населения, ищутся методы адаптации к той же экологии, например, или там к недоеданию чего-то, да, и направлено все действие этой компании на оздоровление нации в больших масштабах, то есть всей страны. И не зря компания получила орден за оздоровление нации с помощью биологически активных добавок высочайшего качества. Но если вы Саргалана почитаете, узнаете или там пользуетесь, вы понимаете, что я говорю честно, да, что именно эти продукты честные, от честного производителя, продукты, которые изучаются много лет и идут только на пользу человека без не то что осложнений, и вреда там, они вообще безопасны. Даже для больного человека, у которых почки, например, плохо работают или печень плохо. То есть они только могут помочь без минуса в любой ситуации. Ну и, допустим, подросткам, конечно, я не просто советую, рекомендую, я настоятельно говорю всегда, что начиная с 3-4-летнего возраста вы уже можете кормить ребенка вот, внутри чайком или там витаминами С, В и так далее, то есть полезными продуктами, созданными учеными-нутрициологами именно от компании Глориан. За них я отвечаю, так скажем, на 100%, потому что я изучала их. Вот. И хорошо, и дети начинают усваивать предметы в школе, они становятся активными, они становятся доброжелательными. Ну вот, допустим, если даже без очищения, а так говорить, есть продукт из морской капусты, Марина Плюс у нас называется, дети, которые едят его, мама кормила, говорит, ребенок раздраженный, ребенок вообще ничего не усваивает, я не могу, она меня раздражает, она меня обзывает, маму ребенок обзывает, представляете? Начала кормить, я говорю, ну покормите, может быть, вот, вам поможет, так с улыбкой. Она приходит ко мне через 3 недели и говорит, Лариса Михайловна, кланяюсь вам, верю вам, теперь все, что вы скажете, я буду делать. Мой ребенок стал вежливым, мой ребенок учился кое-как на 3, стал учиться на 4, представляете? И в школе это заметили. И он стал более доброжелательным, и он стал больше успевать. Только всего 1 капсула в день полезного продукта, представляете? Ну вот если коротко так. Замечательно. Да. Обязательно нужно, конечно. И тогда электронные сигареты, и простые сигареты уйдут из жизни. У детей будет красота жизни, полнота ощущений с витаминами, минералами, с травой, если коротко сказать. Да. Ну, наверное, мы с вами заговорились уже, народ не устал слушать нас. Слушают все, кто зашел. Да, ну если У хотите кого-нибудь есть подробности еще уже по вопросы? каким-то. Ага. Если по Есть у подробности по кого-нибудь еще? каким-то проблемам органов, то можем как-то Да, говорить. конкретно одну проблему. Да, Ага. да, если Спасибо большое всем, всем зрителям, Ларисе особенно Михайловне, за зрителям. то, что вы уделили свой час, драгоценный час Да, на думаю, за встречу. полчаса Ага. уложимся. Спасибо. И вот я думаю, что наша цель сегодняшняя достигнута, и все-таки мы пришли к выводу, что витамины, микронутриенты и полноценная еда, и качественный сон – это залог нашей Да, энергии, нашей бодрой жизни и красивой жизни. Но да, если и мы позитивное здоровы, то мышление это называется, да, полезные и правильные мысли, да? да. Спасибо большое всем. Мы на этом заканчиваем нашу встречу плодотворную.
Огромное спасибо. Я еще надеюсь, что Лариса Михайловна еще раз придет и по другим темам. У нас очень много тем будет. Спасибо А я большое. желаю здоровья вам и радости. Спасибо Вместе большое. с хорошими продуктами. Да. До Всего доброго. следующего эфира. Всего доброго.